Это «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Международный день инвалидов ежегодно проводится 3 декабря для того, чтобы сосредоточить внимание на проблемах, которые затрагивают людей с ограниченными возможностями здоровья. С 1 декабря у нас в республике стартовала декада, приуроченная Международному дню. О мероприятиях в рамках нее, о региональных мерах социальной поддержки для людей с инвалидностью мы сегодня поговорим. Наша гостья в студии Альбина Трубина, первый заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Альбина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Наш с вами сегодняшний разговор так или иначе в большей мере пойдет конкретно про декаду, о которой я сказал чуть ранее. Давайте поговорим об основных мероприятиях, что запланировано. Да, план декады у нас включает различные мероприятия, как социальные, медицинские, спортивные, культурные и другие мероприятия. И ответственными исполнителями являются органы государственной власти. Это также учреждения социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта, занятости, конечно же, да. И, конечно, наши общественные некоммерческие организации. И цель данной декады в том, чтобы скоординировать наши усилия как госорганов, так и учреждений, органов местного самоуправления, некоммерческих организаций в целях совершенствования мер поддержки для людей с инвалидностью. Конечно же, совершенствование системы комплексной реабилитации, абилитации граждан с инвалидностью. Это, конечно, ранняя помощь детям и их семьям. Ну и, конечно же, другие мероприятия, которые направлены на создание условий успешной социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь людей с инвалидностью. Вот я, насколько понимаю, программа «Декада» охватывает все стороны развития: спортивные, культурные мероприятия. Вот если мы говорим о социальной составляющей декады, насколько она важна и как она прорабатывалась? Конечно же, прежде всего, декада, она у нас содержит, да, такие консультации, да, в управлении социальной защиты в районах по мерам поддержки, соответственно, также вместе с другими органами и государственными учреждениями в части предоставления, например, технических средств реабилитации, да, оформления инвалидности. Это также могут быть вопросы по бесплатной юридической помощи в том числе. Ну, конечно же, это также дни открытых дверей в медицинских организациях. Это очень важно, да, для наших граждан, особенно в сельской местности. И, конечно же, это также дни открытых дверей в бюро медико-социальной экспертизы, также в районах. Также будут проведены и уже проводятся, да, круглые столы, семинары, конференции, посвященные вопросам повышения качества жизни людей с инвалидностью. Вот у нас недавно, 27 ноября, прошел круглый стол по ранней помощи, да, где не только государственные органы и учреждения принимали участие, а также общественные организации и родители детей с ограниченными возможностями здоровья, где вырабатывались конкретные предложения для их дальнейшей проработки. И, конечно же, данные мероприятия, они будут проходить весь декабрь. И одним из значимых мероприятий будет заседание Совета по делам инвалидов при главе Республики Саха-Якутия, где также будут рассмотрены вопросы обучения, образования, содействия в трудоустройстве людей с инвалидностью, также вопросы по доступной среде. И, соответственно, конечно, эти вопросы будут уже дальше прорабатываться органами исполнительной власти в целях совершенствования и повышения качества жизни людей с инвалидностью. Ну, в общем, те сферы, где у людей с ограниченными возможностями или с инвалидностью могут так или иначе возникать определенные сложности, насколько я понимаю. Альбина Владимировна, если говорить о региональных мерах соцподдержки для людей с инвалидностью, какой пакет сегодня действует у нас в регионе? Ну, граждане с инвалидностью – это прежде всего федеральная льготная категория, и, конечно же, прежде всего на федеральном уровне регулируется пенсионное обеспечение. Это ежемесячные выплаты, да, в соответствии с группами инвалидности, это обеспечение техническими средствами реабилитации, набор социальных услуг, ну, например, это санаторно-курортное лечение, да, скажем. На региональном уровне у нас действует региональное законодательство, которое регулирует именно дополнительные меры социальной поддержки для людей с инвалидностью в Республике Саха-Якутия. Ну, прежде всего следует отметить, это ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг. Более 30 тысяч граждан с инвалидностью пользуются данной мерой поддержки. И более 800 миллионов рублей выделяется ежегодно на эту меру. Также это материальная помощь для граждан с инвалидностью в зависимости от жизненной ситуации. Это предоставление дополнительных технических средств реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, но включены в индивидуальную программу реабилитации инвалида. Их уже порядка 23 видов у нас сейчас.
Есть еще оплата проезда для людей с инвалидностью в учебные заведения туда и обратно, в республиканские реабилитационные центры. Также следует отметить государственную социальную помощь на основании социального контракта. Да. У нас с 2023 года действует специальная программа для граждан с инвалидностью с особыми условиями, в рамках которой можно на открытие своего собственного дела либо развитие личного подсобного хозяйства получить до 500 тысяч рублей в зависимости от бизнес-плана. И, соответственно, еще на обучение до 30 тысяч рублей в образовательных организациях, имеющих соответствующую аккредитацию. И с начала реализации данной спецпрограммы уже воспользовалось более 180 человек с инвалидностью на общую сумму порядка 67 миллионов рублей. Альбина Владимировна, сегодня также много говорят о программах комплексной реабилитации и абилитации граждан с инвалидностью. Что она в себя включает и какие, может быть, есть ноу-хау у нас в республике? Комплексная реабилитация и абилитация людей с инвалидностью – это такой набор, да, мероприятий и услуг по комплексной реабилитации, направленных на частичную или, возможно, более полную компенсацию, да, ограничения жизнедеятельности людей с инвалидностью, их успешной социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь. И у нас вот в республике действует в наших подведомственных учреждениях конкретно 7 реабилитационных центров. 2 из них в городе Якутске для взрослых и детей, в городе Нерюнгри также 2, да, также для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. Также у нас действует в Амгинском, в Алекминском и в Нюрбинском районах. Это такие реабилитационные центры, где имеются именно стационарные условия, да, и в рамках стационара у нас курс составляет 18 дней, в полустационарных условиях 21 день. Соответственно, на какие услуги предоставляются? Это, конечно, психолого-педагогические, это социально-медицинские, да, услуги социально-бытовые, социально-средовые и другие мероприятия. Да. Конечно, это все набор и перечень данных услуг зависит от индивидуальной потребности, да, гражданина с инвалидностью, либо ребенка с инвалидностью. И, соответственно, составляется индивидуальная программа реабилитации для каждого, индивидуализированная. В рамках комплексной реабилитации у нас уже ежегодно более 5000 граждан с инвалидностью проходят в наших реабилитационных центрах, получают эти услуги. И хочу отметить, что на базе наших республиканских реабилитационных центров у нас также с 2022 года действуют специальные программы для участников специальной военной операции, членов их семей. И, соответственно, более 2500 уже прошли, да, реабилитацию из данной категории граждан. И хочу еще отметить работу нашего республиканского техникума-интерната. Это уже наше подведомственное учреждение, где кроме основной работы по профессиональному обучению, по профессиональной ориентации, также осуществляется социальная реабилитация для наших ребят с инвалидностью. Да? И, кроме того, в техникуме-интернате у нас тоже есть программа для участников специальной военной операции, членов их семей, и более 600 уже из данной категории граждан, да, прошли профессиональное обучение и профориентацию. Есть здесь и ряд нововведений в законодательстве о комплексной реабилитации, насколько я знаю. Вот что нового появилось, о чем теперь гласит закон? С 1 марта действительно текущего года введены изменения в федеральное законодательство, определено понятие, что такое комплексная реабилитация, абилитация людей с инвалидностью, реабилитационная организация, да, целевые реабилитационные группы. Также утверждены федеральные стандарты по реабилитации, абилитации людей с инвалидностью. Целевых реабилитационных групп у нас утверждено 13 для взрослых людей с инвалидностью и 12 для детей-инвалидов. Определено 25 федеральных стандартов по реабилитации, абилитации граждан с инвалидностью. Конечно, они там подразделяются еще по нозологиям дальше, да. И еще одно из нововведений – это сопровождение, то есть стандарт сопровождения в рамках предоставления комплексной реабилитации. И также определен стандарт ранней помощи детям и их семьям. Соответственно, также определен переходный период до 2030 года, в рамках которого мы должны обязательно, да, перейти уже к 2030 году, и наши реабилитационные центры должны полностью им соответствовать, как по кадровому обеспечению, так по оборудованию, по материально-техническому оснащению, ну и, конечно же, самое главное, по содержанию реабилитационных услуг, которые предоставляются индивидуально
индивидуально для каждого человека, который у нас проходит реабилитацию. То есть мы условно до 2030 года должны подогнать свои республиканские реабилитационные центры под стандарты, новые стандарты федерального закона, я правильно понимаю? Должны соответствовать. Должны соответствовать. Сейчас мы на каком этапе? Неужели не соответствуем? Я был, по крайней мере, в 2 реабилитационных центрах столицы. Мне кажется, мы можем даже удивить наших федеральных коллег. Да, действительно, у нас достаточно такие большие и оснащенные реабилитационные центры, и постоянно совершенствуются они, да, у нас и по реабилитационным услугам. Стандарты у нас были разработаны свои региональные, Собственные, да, но, тем не менее, федерально они все-таки унифицированные, да, и есть, конечно, различия определенные, и к которым мы, конечно, должны стремиться. Ну что ж, будем стремиться. Альбина Владимировна, в заключение все-таки предлагаю вернуться к программам ранней реабилитации, вообще немножко дать понятие, насколько, что она из себя представляет, насколько это ранняя помощь у нас, оказывается, в республике, на что направлена. Ранняя помощь– это комплекс именно медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, которые предоставляются именно детям от 0 до 3 лет, которые имеют ограничения жизнедеятельности, либо риски возникновения этих ограничений, а также их семьям. Как я уже сказала, федеральный стандарт уже определен по ранней помощи, да, и он включает в себя обследование ребенка, соответственно, определение его потребностей, составление индивидуальной программы ранней помощи. Да. Конечно же, это работа с семьей, обучение, консультирование, сопровождение, да, и межведомственное взаимодействие между, получается, медицинскими, социальными и педагогическими специалистами. Соответственно, вот именно по данной программе мы по ранней помощи работаем, республика, уже с 2017 года. Соответственно, и с 2019 года у нас создан единый ресурсный центр на базе нашего республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. И вот он как раз определяет и координирующую функцию, и методическую помощь для наших учреждений, для районов, да. И у нас на сегодня 25 служб ранней помощи в районах уже создано на базе учреждений здравоохранения, социальной защиты и образования. И вот координирует эту работу. И также следует отметить работу благотворительного фонда Харсхал, который тоже осуществляет методическую консультационную помощь по ранней помощи для муниципальных районов, да. И, соответственно, вот в комплексе, в этом межведомственном взаимодействии мы должны совершенствовать данную систему. И хочу отметить, что 1 декабря текущего года у нас принято постановление правительства Республики Саха-Якутия, которое регулирует как раз вот и межведомственное и порядок оказания ранней помощи, и ведение реестра организаций, оказывающих раннюю помощь. Поэтому сейчас как раз у нас коллеги в процессе реализации данного нового порядка. Альбина Владимировна, уточню, ранняя помощь от 0 до 3 лет. 3 лет. То есть если родители по медицинским показаниям понимают, что у ребенка может быть в дальнейшем какие-то патологии или патологии врожденные, то уже можно, я так понимаю, воспользоваться той или иной помощью. Правильно? Ну, конечно же, сначала нужна консультация врача, да, лечащего врача, то есть медицинская организация может рекомендовать обратиться уже для осуществления ранней помощи. Ну что ж, благая инициатива, я уверен, что обязательно она будет иметь ряд эффектов. Альбина Владимировна, спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Что ж, будем следить за тем, как проходит декада. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.